Здравствуйте. Мгм. Здравствуйте. Начнем нашу лекцию. Лекция будет называться «Сталинский социализм». Почему именно такое название лекции? Я сейчас сделаю демонстрацию экрана. Так, все видно? Видно. Да, все нормально. Почему? Потому что надо прежде всего узнать, как строился Советский Союз, на каких принципах. Потому что очень может быть, что на определенных принципах нам придется восстанавливать Советский Союз, как раз повторяя путь наших предков. Поэтому мы очень внимательно посмотрим сейчас, как происходило строительство Советского Союза. Значит, когда большевики совершили революцию, как ни странно, у них, в общем-то говоря, плана, что делать после того, как они захватят власть, фактически не было. Поэтому революция случилась совершенно как бы неожиданно даже. И, как говорил Владимир Ильич, важно ввязаться в драку, а там посмотрим. Единственный теоретический базис был – это марксизм. И, по сути дела, собирались построить государство именно по Марксу. То есть, захватив власть, они строго в соответствии с марксовым подходом ликвидировали деньги, ликвидировали многие государственные институты, ликвидировали очень много учреждений, то есть, по сути дела, стали ликвидировать государство, стали ликвидировать товарно-рыночные отношения. Вот, как раз начали говорить о том, что деревня должна срастись с городом и так далее и тому подобное. И все это пытались сделать сразу же, непосредственно. Вот. Результат оказался самый негативный. Самый негативный. Страна фактически впала в кому. Возник, по всей стране возник голод, полное расстройство государственного управления. Поэтому появилась теория военного коммунизма, то есть, иначе говоря, попытка построить Советский Союз по организации, как строится армия. То есть разделить на ячейки, очень строгая дисциплина, строгое исполнение и так далее. Вот. Но опыт военного коммунизма тоже оказался очень неудачным, поэтому по всей стране начались революции, бунты и так далее и тому подобное. Надо было что-то делать. Почему это произошло? Значит, первоначально идеология как раз вот военного коммунизма, прежде всего, в ее основе лежали принципы бескомпромиссного подавления всякого инакомыслия. Поскольку сами они к серьезной дискуссии были не готовы, поэтому вместо того, чтобы, в общем-то говоря, доказывать и убеждать людей в правильности выбранного им пути, они просто выбрали путь военного коммунизма. Отсюда вот эта вот фраза известная Владимира Ильича: надо ввести диктатуру пролетариата, а диктатура пролетариата есть самая свирепая, самая острая, самая беспощадная война нового класса против более могущественного врага, против буржуазии, сопротивление которой удесятерено ее свержением, и могущество которой состоит не только в силе международного капитала, в силе и прочности международных связей буржуазии, но и в силе привычки, в силе мелкого производства. Владимир Ильич Ленин. То есть был вместо того, чтобы, в общем-то говоря, строить гармоничное будущее, которое нам предстоит с вами делать, была поставлена задача полного уничтожения класса эксплуататоров. Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем, понимаете, вот главное, мир разрушим. Но разрушать и строить – это совершенно разные виды деятельности. Вот такая позиция идеологическая, она родилась не только среди вот большевиков, это была, как ни странно, но общая позиция интеллигенции того времени. И она имела историческую базу. Но здесь очень интересна фраза была Белинского.
вот, владетеля дум молодежи XIX века. Я начинаю любить человечество по-мартовски. Чтобы сделать счастливую малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную. Вот представляете, насколько бескомпромиссный, жесткое противостояние должно было возникнуть на этой базе. В результате всех этих процессов народное хозяйство было, по сути дела, разрушено. В стране выплавляло всего 3% чугуна, добывалось в 2 с лишним раза меньше нефти, чем в царской России. Промышленное производство упало до 2-4% от уровня 2013 года. В стране свирепствовал голод, нищета, безработица, процветала преступность, детская беспризорность. Люди покидали города и уходили в деревню, чтобы не умереть с голоду. Свирепствовали эпидемии, тиф, холера, оспы. Продразверстка разорила сельских тружеников. В то же время столь модные либеральные идеологические принципы свободы, равенства и борьбы с проклятым прошлым, доведенные до абсурда, привели к тому, что все существовавшие раньше формы человеческих и общественных отношений, культуры, традиции, нравственности подверглись остракизму. Все до основания уничтожать. В связи с чем в государстве воцарился полный информационный, моральный и нравственный хаос. Были разрушены основополагающие общественные институты, в том числе семья, традиционные ориентиры. Гонению подверглось все: религия и мораль, нравственность и целомудрие. Вот здесь приведен плакат, очень любопытный плакат пролеткульта такого времени. Каждая комсомолка обязана, каждый комсомолец может и должен удовлетворять свои половые стремления. И дальше. Каждая комсомолка обязана ему идти навстречу, иначе она мещанка. Это был плакат пролеткульта. Отсюда всякие моральные и половые извращения стали не только легальными, но и модными. Так, демонстрации голов – это не современное открытие Европы, а Москва середины 20-х годов. И все это на фоне того, что гражданская война фактически еще не завершилась, сохранились и ненавидящие друг друга страты, и беспредельная жестокость, и бескомпромиссность во всех сферах жизни государства. Ее потрясали бунты, эксцессы, экспроприации, религиозные и нравственные экстремизмы. Началось разрушение храмов, суды над священнослужителями, их попытка поголовного истребления. В этой связи скрепы, которые связывали воедино человеческое сообщество, были утрачены. Патриотизм сделался ругательным. Страна стремительно катилась в моральную деградацию. Это начало 20-х годов. В результате у людей началась разруха в мозгах. Отсутствие общепринятого понимания того, что и как надо строить, внесло раскол в сформировавшуюся после революции правящую элиту. Но революционеры, которые взяли власть, они в основном, конечно, были готовы не к профессиональному управлению страной, понимаете, а к борьбе против старого строя. Вот. Кроме того, согласно марксистской догме, считалось, что коммунистическая революция произойдет одновременно во всех странах – Англии, Америки, Франции, Германии, прежде всего в самых передовых развитых. И в каждой из них она будет проходить быстрее или медленнее, в зависимости от того, где лучше развита промышленность, организованный пролетариат, больше накоплено богатств и значительно производительные силы. А совершаться они будут путем вооруженного восстания трудящихся против буржуазии и уничтожения ее как класса. Мы на горе всех буржуев мировой пожар раздуем. Это из блока. А так как страна не отвечала вот этим принципам высокоразвитого капитализма,
То есть считалось, что революция в России – это, в общем-то говоря, аномалия. И считалось, что в этой связи Россия должна явиться запалом всемирной революции, то есть служить дровами в костре истории, а поэтому ее сбережение никак не предусматривалось. Так, Московское областное бюро РСДРП большевиков в своей резолюции от 24 февраля 2018 года заявило: в интересах международной революции мы считаем целесообразным идти на возможность утраты советской власти в России. Мы по-прежнему видим нашу основную задачу в распространении идей социальной революции на все иные страны мира. Вот такова была философия людей, которые захватили власти после революции в 17 году. Вместе с тем, после подавления коммунистических восстаний в Австрии, Венгрии, Эльзасе, Галиции, Словакии, Ирландии, а особенно в Германии, к октябрю 23 года стало очевидно, что до всемирной революции еще далеко. Поэтому с неизбежностью вставал вопрос о строительстве социализма в победившей буржуазию России. Но это в руководство партии и страны встретило громадное сопротивление. В самом деле, если покопаться в мемуарах членов партии, то окажется, что многие ветераны ее, делавшие своими руками октябрь 17 года, расценивали такую политику, как термидор и предательство дела революции. А расширение экономического сотрудничества с капиталистическими странами, увеличение числа концессий и торговых договоров позволяло им говорить об отступлении руководства РКПБ перед мировым империализмом, о его предательстве дела пролетариата и о буржуазном перерождении партии. При этом обладающие громадным авторитетом Зиновьев и Каменев открыто заявляли о невозможности построения социализма в СССР ввиду его технико-экономической отсталости. Вот такова была ситуация с идеологией в стране. А эти люди занимали ключевые позиции в партии, и в государстве. Однако в условиях жесткого внешнего окружения России в преддверии тяжелейшей войны перестройка была, все эти идеи были абсолютно нежизнеспособны. И Сталин это прекрасно понимал, заявляя: мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Таким образом, борьба между истинными марксистами во главе с Троцким и прагматиками, возглавляемыми Сталином, носила прежде всего идеологический характер. То есть Сталин считал, что с Россией надо сохранить и доказать всему миру, что социалистическая организация государства является более прогрессивной. А троцкисты считали, что Россия должна быть дровами в костре истории. Возникновение противостояния привело к невиданной внутрифракционной борьбе не только за пути развития страны, но и за влияние в партии и в правительстве. Тем не менее, разум победил, и на 14-й партконференции в апреле 23 года были приняты тезисы Сталина о построении социализма в отдельно взятой стране. Конференция продемонстрировала также первостепенное внимание к внутренним проблемам России, а не к внешним, и взяла курс на смычку с деревней. То есть здесь сталинская группа победила. В результате практика третирования всего русского во многом была прекращена. А если почитать, например, труды Владимира Ильича Ленина, то он вообще считал, что русские обязаны всем малым народностям, которые вошли в Россию, потому что якобы русские жили за счет них, что эксплуатировали. Теперь русские должны, собственно говоря, просто служить всем остальным национальностям.
начали налаживать отношения с остальными странами мира и преодолеть государственную изоляцию, потому что она была смертельна для возрождения России. А политика экспорта революции без подпитки ее руководством страны быстро затухла. Сталин был прагматиком и относился к марксизму как к инструменту познания мира и социальных в нем отношений, но не как к догме, не как к руководству к действию. Понимал, что не силовым путем следует социализм распространять по миру, а прежде всего собственным примером организации справедливого и процветающего государства. Поэтому больше всего ценил тех, кто способен делать дело, а не тех, кто лучше знает марксистскую теорию, следует ее догматам и умеет красиво говорить. Вот это вот очень важно. То есть, иначе говоря, он ценил людей за деловые качества, а не за то, как они умеют работать языком. В результате в стране сформировалось 3 влиятельных центра силы. С одной стороны, большевики-патриоты во главе со Сталиным, с другой – разрозненный конгломерат большевиков-интернационалистов во главе с Львом Троцким, борющихся за власть, должности и влияние. Их движение всецело поддерживалось административной бюрократией, в большинстве своей малоквалифицированной, не желающей покидать свои уютные кресла и не умеющей делать дело, обросшей связями, привилегиями, неограниченной властью и привыкшей к вседозволенности во время революции. А третьей силой был НКВД, Народный комиссариат внутренних дел. Это была карательная организация, возвращенная на жестокости и подавлении всякого инакомыслия. С момента своего возникновения она питалась человечиной и больше ничего делать не умела. Поэтому данная контора создавала атмосферу страха, сеяла подозрения и карала всех, кто выделялся из общей серой массы. Была всецело заинтересована в том, чтобы борьба за власть в верхних кругах страны продолжалась долго и чтобы они могли в ней участвовать. А иначе, если бы не было борьбы за власть, кому нужна была такая сила, как НКВД? Поэтому они, по сути дела, все боролись за свое место под солнцем. Стоящие перед государством задачи его выживания настоятельно требовали совершенствования административного управления, замены идеологических руководителей технократическими, кардинальной ломки сознания, ротации элит. Я еще раз говорю, власть захватили большевики, которые в основном были революционерами, опытом никакого управления не обладали, и поэтому их управление было крайне непрофессиональным и неэффективным. Так, по данным отчета американского консульства в Вене, в 29 году в Советском Союзе из 770 директоров заводов 3,5% не имели никакого школьного образования. 71,6% имели начальное школьное образование, а остальные – полное школьное образование. А с ними надо было новое государство строить, что было понятно невозможно при таком руководстве абсолютно малограмотном. Нужно было по-настоящему восстанавливать страну. И это была одна из кардинальных проблем. Данную проблему Сталин и его окружение пытались решить мирным путем через принятие Конституции 1936 года. В ней предполагалось проведение всеобщих, открытых, тайных и альтернативных выборов в Верховный Совет СССР. Намечалось демократизировать всю общественную и политическую жизнь в стране. Проект новой Конституции реформировал всю избирательную систему в стране. В ней производственный принцип выдвижения кандидатов заменялся территориальным. То есть уже не бюрократы на производстве тогда шли во власть, а те, которые были на территории.
Правом представления кандидатов наделялись не только парторганизации, но и профсоюзы, кооперативы, молодежные организации, культурные сообщества. То есть партийные руководители, привыкшие автоматически избираться в советы, должны были теперь доказывать свое право на лидерство. И вдобавок ко всему этому декларировать независимость судов, согласно Конституции сталинской 1936 года. После принятия такой Конституции полномочия от партии переходили к Совнаркому, то есть чисто идеологические органы начали бы заниматься только идеологией, а все хозяйственная жизнь в стране управлялась бы Совнаркому и Президиуму Верховного Совета. Как утверждал Сталин, мы должны освободить партию от хозяйственной деятельности. И он прав. Заниматься идеологией и хозяйственной деятельностью одновременно нормальный человек был не способен. Это был критический пункт во взаимоотношениях сталинской группы с правящей бюрократией, костяк которой составляли старые революционеры, большей частью люди без серьезного образования и не соответствующие требованиям индустриального развития страны. Как в интервью данному американскому журналисту Рою Говарду 1 марта 1936 года Сталин говорил: всеобщие, обращаю внимание, всеобщие, равные, прямые и тайные выборы в СССР будут хлыстом в руках населения против плохо работающих органов власти. Узнаете наше время, да? Но бюрократия была мощной силой, каркасом, который держал в повиновении всю страну. И она начала активно бороться против этой Конституции. В итоге закулисной борьбе на пленуме ЦК ВККБ 4-7 декабря 1936 года предложение сталинской группы об альтернативных выборах при свободном выдвижении кандидатов от общественных организаций было отклонено. И вместо него было введено невнятное понятие блока коммунистов и беспартийных, в котором для последних выделялась квота беспартийных всего 20%. Кроме того, все кандидаты должны были предварительно проверяться парторганизациями и НКВД. То есть альтернативные выборы, идея была, в общем, уничтожена теми, которые боялись за свои места. Несмотря на эту победу и чувствуя реальную угрозу существования своей элитной группы, коммунисты-интернационалисты на этом не успокоились. И вместе с поддержавшими их некоторыми военачальниками, в том числе маршалами Тухачевским, Якиром, Егоровым, а также руководством НКВД, все же решили сместить Сталина с занимаемой должности. Но фактически уничтожить планировалось его, свести к нулю начатые им преобразования. А чтобы продемонстрировать, что в стране еще много врагов народа, и поэтому процесс демократизации ее преждевременным, ими был спровоцирован террор 1937-1938 года, жертвами которых стало свыше 700 тысяч человек. И все это на фоне прямого вредительства и кадровых диверсий, в том числе в органах НКВД, реализуемых по призыву Троцкого, его сторонникам с целью подрыва строящегося Сталином социалистического государства. В ходе этого террора практически все секретари обкомов и крайкомов партии направляли заявки на увеличение так называемых лимитов на арест, расстрел, отправки в лагеря или высылку, возможно, своих конкурентов за власть. Особенно отличился в этом борец со сталинскими репрессиями Никита Хрущев, который был в этот период первым секретарем Московского горкома и обкома ВКПБ, входил в состав тройки НКВД СССР по Московской области. Он требовал ликвидации всего лишь 8,5 тысяч человек. Ликвидации. Присылали кровожадные заявки и другие секретари, но с цифрами поскромнее. Были, правда, еще один такой Евдокимов был, который просил 12,5 тысяч.
На партконференции его прокатили за его полную, понимаете, беспринципность. И он тогда решил уничтожить всех своих конкурентов. И уничтожил. Неудивительно поэтому, что в стране воцарился психоз страха, подозрений, шпиономании. Армия перед самой страшной войной лишилась немалой части своих наиболее ценных офицерских кадров, была деморализована. Известен вот такой факт, когда герой гражданской войны, ой, вылетела из головы фамилия, значит, обратился к Буденному, товарищу по оружию, сказал: защити меня от того, чтобы меня не арестовали. На что Буденный ему ответил: арестуют-то грамотных и умных, ты-то тут при чем? Так что в основном наиболее квалифицированные кадры были при этом уничтожены. В ходе этой борьбы Сталину удалось направить силу террора против самих его организаторов. И региональные первые секретари были расстреляны один за другим. Хрущева почему-то помиловали. В результате в 1939 году он смог взять страну под свой контроль к 1939 году. И только после этого террор с большим трудом, усилиями коммунистов-патриотов был остановлен. Многие из еще оставшихся в живых узникам возвращена свобода. А главные инициаторы и виновные в этой провокации в ходе чистки репрессивного аппарата 1939-1940 года были безжалостно уничтожены. Было уничтожено 95% высшего руководства НКВД, которое как раз и инициировало вот эти вот главные процессы уничтожения всех, кто им не нравился. И стали таким образом жертвами собственных махинаций. В связи с этим затянувшийся процесс ротации элит оказался кровавым и беспощадным. С другой стороны, если бы вот этого процесса не было, тогда со старой элитой во всех последующих коллизиях своей истории страна бы не выжила. Поскольку изменение парадигмы развития страны происходит в первую очередь путем смены его руководящей элиты, заменой действующих руководителей такими, которые в большей степени способны решать актуальные задачи. Неучет этих обстоятельств существенно усложняет процесс любого прогрессивного развития. И мы сейчас с вами тоже столкнулись с проблемой замены ныне правящей элиты на патриотичную, профессиональную, которая стремятся делать, а не просто пользу для страны, а не просто набивать свои карманами всякого рода цветными бумажечками. Поэтому вот эта проблема, которая была вот в 30-е годы перед страной, она у нас сейчас с другой стороны, по сути дела, вернулась. Таким образом, среди высшего руководства Советского Союза беспорочных не было. И поэтому, когда Никита Хрущев назвал все эти политические репрессии сталинскими, он сильно грешил против истины. Вместе с тем, справедливости ради, следует сказать, что если Сталин был бессеребренником, даже хоронили его в заштопанном мундире, и боролся за страну, то его враги в большинстве своем боролись ради собственного благополучия и удовлетворения амбиций. Так что здесь все-таки в определенной степени получалась борьба не просто патриотов с интернационалистами, а, по сути дела, честных, порядочных людей против тех настоящих тружеников, против тех, кто хотел просто личной наживы. Тем не менее, несмотря на этот негативный опыт борьбы коммунистов-интернационалистов против национал-большевиков, карьеристов с патриотами на этом не прекратилось и с переменным успехом продолжилось еще многие годы. С уничтожением членов партии и беспартийных, фанатиков и прагматиков, циников и идеалистов, творческих личностей и обычных исполнителей, представителей власти и простого народа, палачей и их жертв.
Это была война, которая велась не только в силовом поле, но и в идеологическом, властном, хозяйственном. И все это на фоне борьбы кланов, жестокой и бескомпромиссной, подковерной борьбы, процветающих вплоть до настоящего времени. А как во всякой войне, все это сопровождалось уничтожением ярких личностей и с той, и с другой стороны, затронуло все аспекты жизни государства. И в конечном итоге победа партократов над технократами привела к деградации управления и гибели советского государства. То есть вот в каких условиях морально-идеологических начиналось построение Советского Союза, какие пути пришлось проходить. И фактически вот эта вот борьба против тех, которые хотят делать дело, и тех, которые хотят делать деньги, она продолжалась и продолжается в настоящем по всему миру. Но, например, сейчас в Штатах идет яркая борьба между финансовым и промышленным капиталом. И финансовый капитал вот сейчас вместе с Трампом начал побеждать промышленный, то есть производственный капитал. Вот. Но вот сейчас финансовый капитал, когда избрали Байдена, он фактически опять занял главенствующую позицию. То есть вот такая борьба, она продолжается по всему миру. Теперь поговорим о хозяйственной политике. Большевики после революции показали полную неспособность грамотно управлять государством. Поэтому был объявлен НЭП, новая экономическая политика, который внес хоть какую-то логику в экономическую организацию. Это позволило ликвидировать вопиющий голод и разруху, начать восстанавливать страну. Путем возврата частной собственности и рыночной конкуренции была сделана попытка оздоровить хозяйственную жизнь в стране. Но это привело к дополнительным трудностям, сходным с тем, которые наблюдаются сейчас. В связи с этим предприятия стали закрываться. Появились миллионы безработных. Рабочие стали получать не более 20% от того, что они получали в царское время, во время НЭПа. То есть хозяйственные проблемы были жуткие. Крестьянин нам заменили продразверстку продналогом, но он был чрезвычайно велик и для многих неподъемен. В результате всего этого усилился бандитизм, политический, уголовный, административный. Бедняки, чтобы заплатить налоги и прокормить семьи, стали нападать на поезда. Студенты, чтобы не умереть с голоду, начали грабить непманов, которые в созданных условиях неимоверно богатели и роскошествовали. Опять повторяется история сейчас. Приблизительно та же самая картина наблюдалась во время НЭПа. То, что наблюдаем мы сейчас. Разгул рыночной стихии привел к большой поляризации населения, но и к тому, что, в общем, всем остальным стало жить очень плохо. При этом НЭП развращал партийные советские кадры. Всюду появлялось взяточничество, кумовство, привилегии. За любую услугу всякий начальник, председатель совета, милиционер стали брать мзду. Чтобы устроиться на работу, плати. Узнаете наше время, да? Логика хозяйственного развития исчезла, и у многих появилось сомнение, а нужна ли вообще была такая революция. Отсюда неизбежно нужно было строить социализм и основные принципы социализации хозяйственной политики. В отличие от старого строя, советская организация была нацелена на благополучие не отдельных личностей, а всего населения. Ориентирована не на доход, а на полезность. Управлялась разумом, а не стихией рынка. Человек в ней оставался традиционной для России частью общины или коллектива,
а не свободным индивидуумом, как на Западе. Общество формировалось как интернациональная семья, а не как всеобщий рынок. И это при том, что для создания социалистического государства требовалось использовать предназначенные именно для него инструменты развития стимула, параметры учета и контроля, которых никогда раньше не было. Вот представьте себе ситуацию. Строится строй, впервые, понимаете, вот дремучий лес, не ясно никак, куда идти, что делать. Нужно было полностью менять стимулы, подходы. Сейчас что-то подобное творится и у нас сейчас с вами. Ситуация усугублялась еще и тем, что старый аппарат управления с его опытом и знаниями зачастую не понимал новые реалии, а поэтому не принимал их и даже противодействовал им. Отсюда строительство социалистического государства и его становление не могло не сопровождаться новаторством, хаосом, перегибами, сопротивлением, его подавлением. Особенно на фоне романтических попыток большевиков вообще обойтись без денег и распространять коммунистическую идеологию на все стороны жизни страны. Вместе с тем, в это время в России еще сохранилась блестящая плеяда прекрасных ученых, экономистов, организаторов, управленцев, способных пересмотреть многие существовавшие ранее понятия. И хотя их деятельность ограничивалась идеологическими догмами, тем не менее они занялись поиском инструментов, позволяющих разумно управлять хозяйственными процессами в новых условиях, и заложили таким образом принципиальную основу социалистической экономики, в которой отсутствовали эксплуататоры, а трудящиеся становились правящим классом. Вот цитата Сталина. «Главное, у нас отпала частная собственность, а рабочая сила уже не является товаром». Поэтому, когда вы у экономистов встречаете такие вещи, цена рабочей силы и так далее, вот как раз советская экономика не относилась к человеку как к товару и не говорила о его цене, как сейчас у нас в экономической литературе. В этот период взошла звезда Чаянова, автора термина «моральная экономика» с его методами бесстоимостной оценки продукции и затрат. В том же направлении работал Бруцкус с его критическим анализом капиталистической экономики, а также Струмилин с его выдающимися конкретно экономическими, статистическими и теоретическими трудами. В частности, под его руководством была разработана первая в мире система материальных балансов, до которой на Западе додумались только в 70-е годы. Тогда же Богданов создал технологию, всеобщую системную науку, предназначенную для анализа особенностей функционирования и управления социальными процессами. И они были далеко не одиночки в своих направлениях. При этом, вопреки существовавшей идеологической догме, оказалось, что навести порядок в хозяйственной жизни страны без рынка, без денег, без предпринимательства, без учета и контроля невозможно. Гражданская война и иностранная интервенция привели финансовую систему России в немыслимое расстройство. В стране ходили царские деньги, керенки, дензнаки и боны различных белых и националистических правительств. И, наконец, советские деньги. Это были совзнаки или пятаковки по имени комиссара финансов Георгия Пятакова, сделанных еще по клише Временного правительства. Поэтому в 1918 году был подписан декрет о государственной монополии внешней торговли, потому что границы были открыты приблизительно так же, как сейчас у нас. Можно было вывозить все ценное и приводить все то, что не находило, не нужно было там. Это позволило защитить внутренний рынок от деструктивных воздействий из-за рубежа, приобретать то, что требовалось для страны, а не что приносило наибольший доход. Но вот у нас сейчас как раз проблема, значит, начали мы торговать хлебом,
Причем в результате лучший хлеб стали вывозить за рубеж, а наш зерно, а наш хлеб сейчас печется из зерна, которое предназначено для скота, только фуражного зерна. Хлеб в стране сейчас из нормальной муки не готовится, потому что ее выгоднее продавать за рубеж. В связи с этим Сталин отмечал, без приведения в порядок денежного обращения и улучшения курса рубля наши хозяйственные операции, как внутренние, так и внешние, будут хромать на обе ноги. Правда, от 17 декабря 2021 года. В результате партия и правительство взяли за укрепление финансовой дисциплины как за одну из самых неотложных задач, в связи с чем на 11-м съезде в РКПБ в 2022 году была представлена и утверждена новая стратегия организации финансов. При этом для обеспечения устойчивости внутригосударственного финансового оборота Совнарком в 2022 году постановил предоставить Госбанку право выпуска банковских билетов в золотом исчислении достоинством 1, 2, 3, 5 и 10 червонцев. А Народному комиссариату финансов было поручено приступить к чеканке золотой монеты, именуемой червонцем, который имел массу и пробу, соответствующей золотой царской 10-рублевой монете, империалу, как его называли. Такие монеты были отчеканены, но в обращение никогда не поступали, поскольку на самом деле в стране отсутствовало требуемое для этого золото. Однако свою стабилизирующую функцию червонцы исполняли вполне успешно. На этом фоне рядом руководителей финансового сектора Сокольником, Кутлером, Хрущевым и другими была подготовлена и реализована денежная реформа 2022-2024 года, основанная на новых принципах. Согласно ей, в 2024 году начался выпуск серебряных рублей и полтинников. Параллельно с ними функционировали также бумажные ассигнации, которые были подвержены рыночной конъюнктуре. И таким образом сочетание фиксированных и плавающих денег позволило стабилизировать всю денежную ситуацию в стране. То есть представляете, насколько грамотно работали существовавшие тогда финансовые органы, в отличие от тех финансовых органов, которые работают у нас сейчас. Также в это время был организован негосударственный кооперативный банк, который стимулировал деятельность кооперативного сектора хозяйства. А еще Внешторгбанк. Они не являлись ординарными ростовщическими конторами, как нынешние банки, кстати, а служили механизмами устойчивой работы всего народно-хозяйственного организма. Оригинальным достижением в развитии экономико-математической школы явилась разработка советскими учеными межотраслевого баланса производства и распределения продукции в народном хозяйстве. Она позволила в послереволюционное царство хаоса внести элементы прогнозирования и координации и создала таким образом основу для последующего становления социалистической экономики, для разработки методов ее планирования и управления. В этом же направлении успешно работал целый ряд талантливых марксистских и просоветских экономистов. Это прежде всего Преображенский с его теорией социалистического накопления, сформировавший на многие годы экономическую политику СССР и многих развивающихся стран. Выдающиеся работы выходили из-под пера Варги, Трахтенберга и других. Пилотные проекты первого пятилетнего плана и годовые контрольные цифры, выполненные под руководством выдающегося экономиста Громана, были составлены весьма квалифицированно и носили пионерский характер. В конце 20-х годов вышли основополагающие работы Ивашенцева и Фельдмана по моделям экономического роста, опередившие западные исследования в этом направлении на многие годы. В целом в этот период советская экономическая школа была на высоком уровне и вносила достойный вклад в мировую экономическую науку. Она позволила создать эффективный инструмент для индустриализации страны, обеспечила ее и теорией, и правовой базой, и квалифицированными специалистами.
К сожалению, нынешняя экономическая наука такими качествами не обладает. Вот, она целиком зациклилась на двух вещах. Значит, на анализе того, что было, в том числе изучением марксистской идеологии. И прежде всего вот эти вот крокодиловы слезы по поводу того, и там плохо, и там плохо, и там плохо. Все пропало, шеф. Вместо того, чтобы работать над тем, что же нужно делать для того, чтобы вот этот бардак, который сейчас творится в стране, прекратить. В противном случае это все дело было необходимо. В противном случае в условиях постоянной агрессии соседей и внутренней борьбы страна была бы обречена на гибель. К середине 20-х годов в ней не было ни работающих предприятий, ни грамотных инженеров, квалифицированных рабочих и управленцев, ни оборонно-промышленного комплекса, ни добывающих машиностроительных отраслей, ни крупных сельхозхозяйств. Ничего. А стране предстояло всего через 14 лет воевать против всей Европы. Значит, им было, с другой стороны, где-то легче. У них были колоссальные резервы рабочей силы, потому что 80% населения были крестьяне. Вся собственность принадлежала государству. Вот. Ничего подобного нет у нас сейчас. И это как раз добавляет трудности нашего построения нового прогрессивного государства. Но в это время в мире произошла Великая депрессия 29-33 годов, которая привела к массовым банкротствам и к невиданной безработице во всех ведущих мировых державах, но не затронула СССР. И естественно, что Советский Союз этим обстоятельством прекрасно воспользовался. Советское руководство стало решать проблему модернизации производства путем, обращаю внимание, не продажи, как сейчас, а сдачу в аренду иностранным и отечественным юридическим лицам на определенный срок части своих активов, природных богатств, предприятий, территорий, технологических комплексов и других объектов в виде концессий. То есть оно не раздавало часто свои производственные предприятия, как сделало нынешнее правительство, а сдавало их в концессию. При этом государство сохраняло свои права на их владение и на целевое использование доходных объектов, данных объектов. А концессионеры могли извлекать свою прибыль только с помощью продуктивной деятельности, внедряя новейшие технологии, поставляя высокотехнологическое оборудование, вот, и предоставляя СССР льготные кредиты. То есть, иначе говоря, вместо того, чтобы явиться, понимаете, донором для всех капиталистических стран, достаточно умное и грамотное советское руководство, они наоборот, они начали их использовать для построения социализма в нашей стране. Здесь под недремлющим оком государства капитал и опыт, и технологии концессионеров использовали для восстановления строительства и высокопродуктивной работы всего промышленного комплекса страны. И все это исключительно за счет иностранных фирм, обратите внимание. При этом множество высококлассных западных специалистов, в том числе американских и немецких, передавали свой опыт советским инженерам, обучали передовым навыкам труда рабочую силу, сами трудились с полной отдачей. Ну а потом, получив, в общем-то говоря, хорошее вознаграждение, вернулись с хорошим чувством к нам, к себе на родину. При этом концессии распределялись по всем секторам советской экономики. Причем объединение родственных предприятий в тресты позволяло незамедлительно переносить полученные по единичной концессии технологии на все предприятия трестов. То есть представьте себе, на каком-то предприятии, которое отдано было в концессию иностранцу, он внедрил новейшую технологию. И это давало возможность тут же эту новейшую технологию распространять на все предприятия, не платя за это никакие деньги,
причем отладив на одном месте, тиражировать эти технологические приемы. Благодаря таким мерам был восстановлен и существенно увеличен экспортный потенциал советской экономики. Нефтепродукты, руда, лес, которые являлись источником поступающей валюты. А также воссозданы такие стратегические отрасли, как добыча угля, черная цветная металлургия, железнодорожный транспорт. Кроме того, между США и СССР был заключен контракт об участии американских инженеров в постройке 90 советских металлургических заводов, которые в дальнейшем составили основу советской индустрии. В частности, к ним относятся Уралмаш, Магнитогорские и Новокузнецкие металлургические комбинаты, Челябинские и Волгоградские тракторные заводы, Перские авиамоторные и Казанские авиационные заводы, ГАЗ и другие. Они были построены, по сути дела, при финансировании американцев и во многом с помощью как раз технологических приемов и людей, которые работали в это время. В результате фактически с нуля и за короткий срок были созданы такие хозяйственные отрасли, как машиностроение, металлургия, химия, горнорудный комплекс и другие. Вот так воспользовалось советское руководство, вместо того, чтобы разбазаривать ресурсы, как это делает нынешнее. При этом были подготовлены технические и военные кадры, разработано не уступавшееся передовым странам оборудование, вооружение, налажено крупномасштабное производство. И все это без продажи народного достояния и разорительных договоров. В этом заключалось как раз вот талант тех, которые руководили страной в это время. Успехом способствовало и то, что общеобразовательная советская школа уже с 20-х годов была построена необычно для западного мира. По уровню подготовки учащихся она была подобна западным школам для элиты, но предназначалась для всего населения. Повторяю, у нас сейчас школа введением ЕГЭ и очень многих соответствующих вещей фактически очень сильно деградировала. А советское руководство, наоборот, подняло советскую школу. В результате прекрасно образованная молодежь влилась в производство и повысила технический и организационный уровень всего народного хозяйства. И принесла в промышленность традиционную для России культуру общинной организации труда и жизнеустройства, поскольку большую ее часть составляли выходцы из деревни. И это дало такой синергетический эффект, существенно повысило продуктивность всего народного хозяйства, оздоровило моральную и нравственную атмосферу в коллективах. При этом в производственной деятельности не было и намека на извлечение прибыли. Все делалось ради общественного благополучия, путем использования преимуществ коллективного разума и труда. Здесь уместно привести цитату Генри Форда. «Если у тебя есть энтузиазм, ты можешь совершить все, что угодно. Энтузиазм – это основа любого прогресса. Поэтому при нашем восстановлении СССР, пока у нас не будет множества энтузиастов, мы будем топтаться на месте». В результате было создано особое качество советской промышленности – способность мобилизовать не только самые передовые, но и дремлющие ресурсы низкой коммерческой эффективности. То есть коммерческая задача не ставилась вообще. Ставилась прежде всего эффективность социальная. Одновременно начался процесс коллективизации деревни и строительства индустриального сельского хозяйства. Целью коллективизации явилось преобразование мелких и неэффективных индивидуальных хозяйств в крупные общественные для роста продуктивности сельскохозяйственного производства. Опять сейчас та же проблема стоит перед нами. Крупные хозяйства и механизация позволяют существенно увеличивать выпуск продовольствия, упростить переход рабочей силы в промышленность и организовать распределение продуктов из аграрного сектора в индустриальный. Это позволило избежать голода, наладить продовольственное обеспечение армии и народа во время всей Отечественной войны.
То есть если бы не было коллективизации, понимаете, вот с этими проблемами было бы не справиться. Все это не могло быть исполнено без предельной мобилизации всех ресурсов страны. Интеллектуальных, традиционных, информационных, человеческих, природных. Вследствие этого существенно улучшилось социально-бытовое положение населения. Сократился дефицит потребительских товаров. Жизненный уровень населения увеличился в 2-3 раза. Этому способствовало также использование разработанного в СССР двухконтурного денежного обращения, переход от долгосрочного кредитования большинства предприятий к безвозвратному финансированию капитальных вложений за счет бюджета. Я вот поясню эту фразу. Вот мы сейчас пытаемся нам возродить двухконтурную систему денежного обращения. Очень много сложностей здесь стоит, но я надеюсь, что мы это дело преодолеем. Потому что без этого наладить нормальную работу предприятий в наших условиях просто невозможно. А вот переход от долгосрочного большинства к безвозвратному, то есть предприятия для своей модернизации получали безвозвратный кредит, а не инвестиции, за которые нынешние предприятия должны будут платить все время. То есть была совершенно другая идеология хозяйства, чем ныне пропагандируемая. Поэтому если в начале первой пятилетки через бюджет перераспределялось 27% национального дохода, то к 1940 году уже 54%. А также это сопровождалось постоянным ростом поступления от социалистического хозяйства, обеспечивавшего в 1940 году почти 90% государственных доходов. Таким образом, сталинское руководство действовало жестко в силу необходимости, которая вынуждала именно на такие действия. Ни НЭП, ни рыночные инструменты, ни демократические институты с этим бы не справились. И только советская власть и преимущество административного управления. Но понятно, что вот для всякой организации, как говорится, бывает момент истины. Вот моментом истины для созданной экономики Советского Союза была как раз Великая Отечественная война. Значит, в каком состоянии находилась к началу войны? Добывающие отрасли полностью обеспечивали потребность государства. Появилась разветвленная система научно-исследовательских опытных институтов с высококвалифицированными специалистами. Поэтому уже к 1940 году совокупная промышленная мощь Германии и ее союзников превосходила советскую всего в 2 раза. 14 лет назад ничего подобного в природе не было. Сравним с действиями нынешнего руководства. Была создана первоклассная оборонная промышленность, фактически с нуля. Организованы такие производства, как танковое, авиационное, артиллерийское, военно-морское, связи боеприпасов и другого передового вооружения. Решена продовольственная программа, повысился жизненный уровень населения. Создана гигантская сеть медицинских, оздоровительных и социальных учреждений. И началась война за жизнь, за существование всего советского народа. За существование, не за строй, потому что согласно планам ОСТ должны были уничтожить до 50% всего нашего населения, почти всех остальных загнать в крайние районы, где бы они умерли сами. Это была война за существование нашего народа. Поэтому, когда говорят, там вот у нас некоторые недооценивают важность вот этой вот войны, но это просто от тупости, от некомпетентности. Война началась крайне неудачно для нас. На захваченной территории проживало около 40% населения. На нее приходилось 68% производившегося в стране чугуна, 63% добычи угля, 60% алюминия,
58% выплавки стали. Кроме того, это были еще и важнейшие районы производства сельхозпродукции. Вот так с самого начала началась война. Поэтому в условиях тяжелейшей войны и жестоких морозов буквально за 2 месяца было эвакуировано 2/3 всех промышленных предприятий страны в необжитые районы Сибири и налажено на них военное производство. И я это время помню. Мне было 3 года, но память у меня была очень хорошая. И я помню, у нас дом стоял как раз в городе Оренбург, потому что отец работал начальником железнодорожной станции до своего ареста. И, значит, сплошным, под окнами были эти пути железнодорожные. Сплошным потоком шли составы. С оборудованием, с беженцами. Причем условия были, конечно, жуткие. Тем не менее, страна с этим справилась. И хотя на наших предприятиях большинством своем работали женщины и дети, уже к 1943 году было введено в строй 7,5 тысяч крупных предприятий новых. В результате объем промышленного производства за этот год вырос на 38%. В условиях, что мужчины на фронте, работают женщины и дети, а промышленное производство выросло на 38% в год. Только в 1943 году было выпущено 30 тысяч самолетов, 24 тысячи танков, 130 тысяч артиллерийских орудий, всех видов боеприпасов, винтовки, автоматы, пулеметы, средства связи и другое. Все для фронта, все для победы. Это был главный лозунг. В тылу оставались женщины, старики и дети. Но немало испытаний выпало на их долю. А всего за годы войны в СССР было произведено в 2 раза больше военной техники и вооружений, чем в Германии, вместе со всей работающей на нее Европой. Обратите внимание, работали в основном женщины и дети. Почему это произошло? Когда я читал, в общем-то говоря, мемуары людей, становилось ясно, что потому, что на советских предприятиях были организованы использовались прежде всего артельные способы организации производства. И не только на рабочих местах, но и предприятия были на этом принципе организованы. Каждый говорил: мой станок, мой завод и так далее, и относился к нему как к своему собственному, хотя юридически принадлежал государству. Вот такие были колоссальные успехи. Война была очень жестокой. За годы войны на фронтах СССР было уничтожено 7,2 миллиона войск фашистских Германии и 1,5 миллиона ее союзников. СССР взял в плен или разгромил 506 с лишним немецких дивизий и свыше 100 дивизий сателлитов Германии. Для сравнения, западные страны разбили всего 176 дивизий, то есть 22%, хотя против них действовали заведомо более слабые силы. Это по поводу вклада в победу. При этом в плен очень характерно, кто же против нас воевал. В плен Красной Армии, кроме военнослужащих, официальных союзников Германии, всего свыше 4 миллионов человек, попало 70 тысяч чехов и словаков, 60 тысяч поляков, то есть воевали против нас. Сейчас они якобы первые среди победителей. 22 тысячи французов. Французов погибло, кстати, между прочим, в войне против нас больше, чем во время, когда ее покорила Германия. 22 тысячи хорватов, 10 тысяч евреев, 5 тысяч голландцев. А еще воевали китайцы, 13 тысяч, бельгийцы, люксембуржцы, датчане, испанцы, норвежцы, шведы. Всего около 3 тысяч человек. Это пленно. Из них в плену умерло только 13% от общего их числа. Для сравнения,
Из советских военнопленных погибло больше половины. Вот так относились к людям в жестоком Советском Союзе и в очень доброй Германии. А это было в условиях, когда на Германию работала вся Европа, я повторяю. Например, за время войны бесперебойно снабжали Германию сырьем и вооружением Франция. Вся ее громадная промышленность работала на Германию. Словакия, Польша, Голландия, Чехия, Дания, и даже нейтральные Швеция и Швейцария. Например, прекрасное орудие поставляла Швейцария, нейтральная Швейцария. Прицелы для артиллерийских орудий поставляла опять-таки Швейцария, нейтральная абсолютно. Швеция поставляла 58 миллионов тонн железной руды, из которой было изготовлено 40% нацистского вооружения. Это руда нейтральной Швеции. Ее экспорт составлял 7 миллионов тонн целлюлозы, 12 миллионов кубометров пиломатериалов, 60 тысяч тонн подшипников, как бы работала военная техника без подшипников, и 70 тысяч тонн машин и оборудования. Это нейтральная Швейцария. Швеция предоставляла Германию долгосрочный кредит на крупную сумму, снабжала Германию продукцией своего точного машиностроения. Вот представьте себе, сейчас они нейтральны. Тем не менее, советский народ и его экономика победили. Конечно, победа стоила очень дорого, но поражение обошлось бы значительно дороже. При этом за годы войны страна потеряла 27 миллионов человек населения, из которых свыше половины было гражданским. То есть против мирных граждан воевали значительно активнее, чем на фронте. И это не считая миллионов раненых, изувеченных, больных. Я вспоминаю, например, когда вот после войны приходили в баню, и вот очень мало было мужиков, на теле которых не было бы шрамов от ран. Мало было таких. Было разрушено 1710 городов и более 70 тысяч сел и деревень. Уничтожено тысячи промышленных предприятий, колхозов, железнодорожных станций, паровозов, мотовозов, вагонов, морских судов и так далее. Потеряно миллионами лошадей, крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, домашней птицы. Вместе с тем рассчитывать за принесенные жертвы на благодарность со стороны Запада и на помощь его в последующем восстановлении хозяйства не пришлось. Даже займы и кредиты СССР мог получить только при выполнении неприемлемых для него условий. Более того, Запад в соответствии с его традициями бить ослабевших объявил его холодную войну и организовал гонку вооружений. Вот так. Его освободили, по сути дела, от самой страшной коричневой чумы. Вот, в благодарность, понимаете, если вы ослабели, мы, значит, будем вас давить. Поэтому стране в этих условиях надо было выживать опять самостоятельно. Нечеловечески сложная задача. Источниками послевоенного экономического роста стало высокие мобилизационные возможности советской экономики, репарация от Германии и ее союзников, перераспределение средств из легкой промышленности и аграрного сектора в пользу индустриальных отраслей, переориентация предприятий на производство мирной продукции, а главное массовый энтузиазм рабочих и колхозников, сохранившихся еще с военного времени. Нужно было восстанавливать страну. И, победив врага, активно началась такая работа. В результате, через 2 года, уже в 1947 году, СССР сумел восстановить прежнюю мощь страны и обеспечить дальнейший рост ее экономики. Через 2 года в таком состоянии была. Так, промышленность к концу пятилетки превысила уровень 1940 года на 73%. Было восстановлено свыше 6,3 тысяч промышленных предприятий. Построено множество новых объектов, в
в том числе Рыбинская и Сухумская ГЭС, судоходный Волго-Балтийский канал, восстановлен Днепрогэс. Это позволило уже в 1947 году первым среди воевавших государств отменить продовольственные карточки. Я хорошо вспоминаю это время. Провести денежную реформу, понизить цены и повысить зарплаты, увеличить производство пищевой и легкой промышленности. Всего через 2 года после войны. Представьте себе подвиг наших отцов. Кроме того, в это время по инициативе Сталина была принята формулировка основного экономического закона социализма, заключающаяся в максимальном удовлетворении растущих и материальных, и духовных потребностей граждан. Вот это было объявлено главным. В результате уже с 1946 года зарплаты рабочих и инженерно-технических работников, работавших в науке, образовании, медицине и культуре, были повышены на 20% уже в 1946 году. Ученые и специалисты в Советском Союзе являлись самой богатой и наиболее уважаемой частью советского общества. Их зарплаты были значительно выше, чем у партийных работников. Обращаю внимание, что, например, Стахановец получал приблизительно столько же, сколько директор завода, а секретарь райкома получал раза в 2-3 меньше. Но это еще не все. На этом фоне розничные цены ежегодно понижались. Я очень хорошо помню, 1 марта все ждали, и каждый раз понижение цен. В результате с 1947 по 1953 год, то есть до смерти Сталина за 8 лет, цены на хлеб снизились в 1,8 раза. Еще раз говорю, деньги были фиксированы, зарплаты выросли. Хлеб черный в 3 раза подешевел, мясо в 2,4 раза, рыба в 1,7 раза, молоко в 1,3 раза, масло сливочное 2,3, ну и так далее. То есть каждый год понижались цены на этом фоне. Вот таковы были возможности советской экономики. И это при условии, что квартирная плата и другие коммунальные платежи занимали в бюджете рабочей семьи не больше 4%. Сравните с нынешними. Кроме того, рабочие и служащие за счет государства обеспечивались бесплатным жильем, им выплачивались пенсии, стипендии, оказывалась бесплатная медицинская помощь. Предоставлялось бесплатное начальное, среднее и высшее образование. Выдавались бесплатные или льготные путевки в санатории, дома отдыха и детские учреждения. Служащие получали оплачиваемые отпуска продолжительностью от 2 недель и больше. В результате уже к 50-му году, то есть через 5 лет после войны, национальный доход СССР вырос по сравнению с послевоенным периодом практически вдвое, а реальный уровень средней зарплаты в 2,5 раза, превысив довоенные показатели за 5 лет, что у нас сделано за 30 лет, вы понимаете. Однако после смерти Сталина приоритет повышения жизненного уровня населения и его наиболее продуктивных слоев был свернут. Зарплаты научно-технических работников значительно понижены, в то время как у партийной номенклатурной элиты они существенно выросли. И это способствовало приходу к власти людей, для которых приоритетом оказались личные интересы, а не общественные, которые хотели не служить, а править, что привело к последующей деградации всех ветвей управления страной. Но и это еще не все. Рассмотрим основные сталинские мегапроекты, которые в это время реализовывались в стране. И самый могучий, который реализовывался, значит, сталинский план преобразования природы. Это был гигантский план. Программа научного регулирования природы предполагала, что за 15 лет будут отвоеваны у степной зоны страны и включены в сельскохозяйственный оборот свыше 120 миллионов гектаров земли, равной территории Англии, Франции
Италии, Бельгии и Нидерландов вместе взятых. У нас ведь южные районы очень богатая земля, но там вот не хватает воды, не хватает средств мелиорации и так далее. Вот эта задача была поставлена для выполнения на 15 лет. То есть планировалось, что весь европейский юг страны превратится в цветущий оазис. Проект был тщательно проработан лучшими учеными-почвоведами, мелиоратами и специалистами по лесопосадкам и был рассчитан на период с 49 по 65 год. Согласно ему, на южной части европейской территории СССР должно было появиться 8 лесополос в специально выбранных местах. Одновременно высаживались лесополосы по периметру отдельных полей, по склонам оврагов, вдоль уже существующих и вновь создаваемых водоемов, на песках и так далее. Кроме того, планировалось развернуть сеть растительных систем, каналов, искусственных озер и водохранилищ. В результате в СССР уже к моменту смерти Сталина в 1953 году было создано около 4000 водохранилищ, вмещающих 1200 кубических километров воды. В рамках него было высажено более 4 миллионов гектаров леса и созданы государственные заповедники на 1000 гектаров. И это все одновременно. Все это позволило улучшить окружающую среду, построить громадную сеть водных путей, урегулировать стоки множества рек, оросить поля и сады. В рамках программы было высажено более 4 миллионов гектаров леса и созданы государственные полезащитные полосы. Это привело к росту урожайности зерновых на 25-30% за 8 лет, овощей на 50-75%, трав на 100-200% в стране. При этом удалось создать прочную кормовую базу для животноводства, вследствие чего производство мяса и сала в 1951 году, через 6 лет после войны, по сравнению с 1948 годом увеличилось на 80%, свинины на 100%, молока на 60%, яиц на 240%, шерсти на 50%. При таких темпах роста сельского хозяйства уже к 60-му году была бы полностью закрыта внутренняя потребность в продовольствии, и страна вышла бы на его экспорт. Однако со смертью Сталина в 1953 году выполнение природоохранного плана было свернуто, лесополосы вырубались, а вся техника переброшена на освоение целины. Проект очень сомнительный. Я со студенческим отрядом был в это время на Целине. И я вспоминаю, по Целине проезжаешь, как по полю боя. Там трактор брошен, там комбайн, там все. Туда вложили всю технику, которая была. И она больше года-двух не работала. Ее просто выбрасывали. Кроме того, в это время началось строительство Транссибирской магистрали. Строительство началось в 1947 году. На нем было задействовано более 80 тысяч человек. Значит, должны были проложить железную дорогу от Воркуты до Дудинки, порта, через весь север, который бы позволил бы освоить богатейшие территории, которые в настоящее время практически не осваиваются. За 5 лет дорога была практически построена уже. Но затем заброшена. Вот здесь на фотографии показаны паровозы, которые стоят до сих пор на этой дороге. Сейчас к этому проекту собираются возвращаться, потому что проект был экономически очень рентабельный. Кроме того, был проект соединения острова Сахалин с материковой частью России. Предполагалось построить здесь тоннель до острова Сахалина. Это не только бы улучшило связь с Сахалином, но улучшило бы работоспособность. По сути дела, возродило бы наш Дальний Восток. На строительстве было задействовано около 27 тысяч человек, в том числе 8-10 тысяч заключенных.
К марту 1953 года на материке было проложено 120 километров железнодорожной ветки, прорыт ствол шахты, осыпаны дамбы, сооружены пирсы. Но после смерти Сталина проект был заморожен. Сейчас его собираются реанимировать. Был построен уникальный Волго-Донской судоходный канал. Он соединял Волгу у Сталинграда с Доном. Общая его протяженность 101 километр. Он был разделен на 13 шлюзов, вследствие чего вода поднималась на 88 метров. И этот канал был построен всего за 40 месяцев. В ходе строительства было вынуто 150 миллионов кубометров земли, уложено 3 миллиона кубометров бетона. В работах было содействовано свыше 700 тысяч человек, демобилизованных солдат, пленных, заключенных, 8 тысяч машин и механизмов, шагающие многоковшовые экскаваторы, землеройные снаряды, скрепы, бульдозеры и прочее. И к 1 июня 1952 года по каналу уже началось движение судов, которые соединили Черное море, соединили с Каспийским морем и через систему рек с Балтийским морем. То есть была таким образом создана единая судоходная сеть страны. Проект этот был успешно выполнен, и канал работает до сих пор. Вместе с тем Сталин понимал, что идеи страшнее оружия. И поэтому он произнес такую фразу: если мы напутаем в теории, то загубим все дело. Без теории нам смерть. Смерть. В этой связи после 19-го съезда партии 1952 года в аппарате ЦК появилось 3 самостоятельных отдела: философия и история, экономики и права, естественных и технических наук. Перед ним была поставлена задача оживить теоретическую работу в партии, дать анализ новых процессов и явлений в мире. Однако после смерти Сталина эти все отделы были распущены и продолжено догматическое повторение основ марксизма-ленинизма. В результате страна к 90-му году полностью проиграла идеологический фронт борьбы. Нас прежде всего уничтожили, потому что у нас не было нормально разработанной идеологии. Кроме того, Сталин понимал, что, например, деградация высшего руководства – это очень большая опасность для страны. Поэтому были организованы суды чести, то есть специализированные общественные органы в министерствах и ведомствах СССР. Он понимал, что главной слабостью Советского Союза является высшее административное руководство с его стремлением вырваться из-под контроля народа. Поэтому в марте 1947 года были введены суды чести. Они должны были рассматривать вопросы, связанные с антипатриотичными, антигосударственными и антиобщественными действиями, совершаемые руководящими, оперативными и научными работниками министерств СССР и центральных ведомств. То есть они были в основном для высших работников. Они не касались рядовых граждан страны и работников областного уровня. В результате Сталин отстранил некоторых партийных функционеров – Молотова, Кагановича, Ворошилова – от власти и заменил их на людей с образованием, хорошо зарекомендовавших себя в конкретной работе. Но это еще не все. В апреле 1952 года по инициативе Советского Союза в Москве прошло совещание, в котором приняли участие представители 49 государств мира. Страны-участники согласовали создание широкоформатного блока и бездолларовой зоны торговли. Представляете, на что замахнулся Сталин? Естественно, что после этого он долго не жил. Вследствие этого в феврале 1953 года, то есть, по сути дела, за месяц до смерти, в Маниле прошло совещание по созданию зоны бездолларовой рублевой торговли.
для стран Азии и Океании. На 1953 год были запланированы подобные региональные совещания в Буэнос-Айресе и Аддис-Абебе. Однако после очень своевременной смерти Сталина этот стратегический проект оказался забыт. Были еще другие достижения. Вместе с тем, которые были потом присвоены Хрущевым и его сторонниками. Вот, тем не менее, уже перечисление того, что было сделано за это время, оно впечатляет. Поэтому, когда умер Сталин, его заслуги были оценены по всему миру. Например, вот из некролога, посвященного Сталину после его смерти, газета The Times. Суть подлинно исторических достижений Сталина состоит в том, что он принял Россию с сахой, а оставляет с ядерными реакторами. Он поднял Россию до уровня второй индустриальной и развитой страны мира. Ну а здесь очень интересная фраза, которую произнес Шарль де Голль, французский президент. Но сталинское государство без достойных Сталина преемников обречено, как в воду глядел. Благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, готов отвечать. Теперь это надо все переварить. Сами понимаете, без понимания этого периода нашей истории, вот все проблемы, которые встают сейчас перед нами, с одной стороны, они становятся яснее, а с другой стороны, по сравнению с тем, что преодолели наши предки, они не кажутся уж такими непреодолимыми. То есть все в наших руках. Мы можем, в общем-то говоря, побеждать и строить. Мы на это способны. Большое спасибо, Владимир Емельянович, потому что в голове наконец-то картинка нарисовалась так, как надо. Почему? Потому что очень много противоречивых различных суждений и всяческих работ по поводу Иосифа Виссарионовича. И, конечно, вот то, что вы сегодня представили, это просто вот замечательное такое исследование, и все по полочкам было уложено. Все, особенно то, как происходила вот эта клановая борьба, о том, какие силы противостояли друг другу. Это очень интересно. И самое главное, фактический материал, которого, конечно, не хватает, и который пытается всячески запрятать вот, всяческие силы. Очень интересно. Благодарю. Спасибо. Есть, может быть, какие-нибудь вопросы, друзья? Владимир Емельянович, можно вопрос? Конечно. Я читала книгу, это Андрея Георгиевича Маленкова, сына Георгия Маленкова, об отце. И вот там было немного рассказано о том, что в свое время Георгий Маленков, он, скажем так, был одним из основателей некоторых реформ, которые улучшили состояние экономики. И вот я хотела бы вас спросить, есть ли у вас какая-то информация на этот счет более подробная? Есть информация. Понимаете, то, что написано сыном Маленкова, это в основном профанация. Значит, после того, как Сталин умер, и началась, в общем-то говоря, борьба за власть среди его наследников, вот, Маленков в одно короткое время руководил страной и ввел некоторые совершенно драконовские меры, которые очень во многом подорвали сельское хозяйство у нас. Очень во многом. С одной стороны, он вводил меры популистские, а с другой стороны, фактически уже подрывал основы сельского хозяйства. Поэтому здесь, в общем-то говоря, совсем более сложный период нашей истории. Мы, вообще говоря, живем с вами в стране, которая абсолютно не знает своего прошлого. И оно для нас настолько сильно замаскировано, что, потому что если мы узнаем наше прошлое, у нас у всех вырастут крылья. Спасибо, Владимир Емельянович. Разрешите?
Конечно, Мгм. Владимир Емельянович, как вы думаете, это, конечно, смешно будет выглядеть мой вопрос, появится ли у нас человек, как действовать будет именно как Сталин, рассуждающий, думающий? Я думаю, наверное, должен появиться такой человек. Наверное, есть. Я на это надеюсь. Я на это так же, как и вы все, надеюсь. Потому что понятно, вот, что от того, кто занимает власть в стране, зависит очень много. Но, например, понятно, что сталинская, ленинская Россия очень сильно отличалась от сталинской. Вот. Хрущевская, Советский Союз, он отличался очень сильно от брежневского, брежневских от Горбачевского, Горбачевский от путинского режима. Поэтому от первого лица, конечно, зависит очень много. Вот. Я думаю, что как-то так вот, если изучать историю, то оказывается, что в нужный период, как ни странно, всегда появлялась нужная личность. Ну, точно так же, как вот Сталин появился в тот период, представьте себе, если бы не было, а власть была бы захвачена Троцким. Вот. Это был, конечно, ужас. Был бы полный ужас. Вот. И с этой точки зрения как раз я думаю, что вот, как говорит изучение истории, что должны появиться такие личности. Потому что мы, как страна, в общем-то говоря, великой культуры, вот, мы не можем погибнуть. Хотя сейчас все делается для того, чтобы для нашего уничтожения. Я на это надеюсь. Я надеюсь, что мы в этом отношении ведь все работаем, мы работаем все в этом направлении. Поэтому я призываю, думайте, ребята, думайте, друзья, думайте, соображайте, двигайте, проверяйте все, так сказать, сами рождаете образ Советского Союза. И я думаю, что вот те лекции, которые вот мы читаем сейчас, они очень во многом вам помогут в этом. Следующая моя лекция будет посвящена, значит, уже развитому социализму и как его разрушали. Владимир Емельянович, можно Да. еще вопрос? Конечно. Я по поводу энергетики хотела бы спросить. Вот какие вы видите способы решения вопроса энергетики в связи с тем, что производство в нашей стране, оно очень энергозатратное, а восстанавливать его нужно очень быстрыми темпами, то есть энергетика должна стоять на первом месте. Я не согласен, что энергетика должна стоять на первом месте. А на первом месте должны стоять люди. Понимаете? А дальше еще можно перечислить много, например, образование, здравоохранение. Вы думаете, они играют меньшую роль? Организация. Я об этом уже читал лекции вам. И показывал, что вот нельзя считать, например, там вот финансисты сейчас считают, что они самые главные. После этого, допустим, будут считать самыми главными энергетики. Потом машиностроители. Можно построить экономику, нынешняя экономика, которая существует, связь, она, значит, так сказать, создали дефицит денег, и все, деньгами управляется вся экономика. Создадим, допустим, дефицит энергетики, и уже энергетика будет управлять экономикой. Создадим дефицит здравоохранения, и все, врачи будут всем управлять. Вот, понимаете, здесь на самом деле, как раз вот когда мы говорим, что нужно создавать гармоничную экономику. По поводу энергетики, я вам скажу как физик, что такое энергия. Вот в древние времена человек мог кормить себя только с помощью собственного труда. Но были ловкие люди, которые путем войн закабаляли кого-то, брали рабов и заставляли рабов работать на себя, чтобы они жили хорошо, лучше, сами. Но потом обратили внимание на следующее, что оказывается, например, то же самое поле можно спахать, например, трудом раба, либо если запрячь в плуг, вала, то есть использовать животную силу. То есть появилась энергия животных. А ведь работа – это что такое? Вот. Это не что иное, как процесс изменения энергии. Поэтому работа с энергией всегда связана. Значит, дальше стали использовать энергию природы, ветра, течений, мельницы стали делать.
То же самое можно было бы сидеть и, например, заставлять людей. Мы стали эксплуатировать уже силы природы. Появились потом энергия пара. Потом появилась, понимаете, новые виды энергии, которые, вот если говорить новые виды энергии, электричество – это способ переноса энергии. Вот, это не новый вид энергии. Атомная энергия появилась. А вот сейчас мы стоим на пороге термоядерной энергии. Это источник, вообще говоря, беспредельной энергии. Потому что если взять, например, 1 литр обыкновенной морской воды, извлечь из него дейтерий, который всегда там присутствует, и заставить его вступить в реакцию синтеза, тогда выделяется такая же энергия, как при сгорании 576 литров высокооктанового бензина плюс 10 тонн кислорода из 1 литра морской воды. Представляете, какой беспредельный источник энергии? Сейчас в этом направлении очень активно работают. Используют горячий синтез, холодный синтез во всем мире. И у нас в том числе. Ежели вот этот источник энергии будет реализован, тогда просто дефицита энергии не будет. Кроме того, вот эта вот легенда, что вот вроде мы там страна, требующая больше всего энергии, понимаете, ну, сами понимаете, ну, допустим, больше, там, на 3-5%. Что эти 3-5% решают? Наша задача, понимаете, лучшую организацию труда организовать. Наша задача сделать так, чтобы каждый работающий был лично заинтересован. Если мы сделаем так, что народ у нас будет жить хорошо, он будет работать значительно лучше, чем живет. Даже так. Поэтому наша задача сейчас как раз вот именно создать такую экономику. Вот. А основана она может быть только на фундаментальных принципах, о которых я уже что-то рассказал и продолжу рассказывать.